В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске обсудили ряд актуальных проблем. Встреча президента с членами Общественной палаты. Ознакомился с ходом ремонтных работ и поговорил с сельчанами. Рауль Хаджимба встретился с жителями сел Гуларипского района. О состоянии пляжей столицы. Актуальный репортаж программы. Проект реформы налоговой системы Абхазии обсуждался на встрече президента Рауля Хаджимба с членами Общественной палаты республики. Проект подготовлен членами комиссии Общественной палаты. На встрече были обсуждены и другие актуальные вопросы. Рената Шакая продолжит тему. В начале встречи разговор шел о налогах. По мнению членов Общественной палаты, основной целью налоговой политики в Абхазии должна быть не максимальная собираемость налогов, а решение таких важнейших задач, как уменьшение уровня налогов, формирование более справедливой налоговой системы по отношению к налогоплательщикам, которые находятся в сильно отличающихся социально-экономических условиях, поддержка и защита национального производителя путем проведения протекционистской политики. О реформе налоговой системы в Абхазии. В последнее время очень много говорится почему-то только об НДС. А я считаю, что из налоговой системы выделить только один вид налога – это неправильно. Так, по принципе, по методологически можно сказать, неверно. Поэтому мы в нашей комиссии постарались обобщить разные предложения, которые поступали в наш адрес, и в том числе и со стороны экспертной группы, которая работала в ЦСИ при президенте Республики Абхазия. Представляя проект на рассмотрение главе государства, один из его авторов, член Общественной палаты Абхазии Заур Шалаша, отметил, что подобная налоговая политика должна способствовать экономической стабильности в стране, экономическому росту и отвечать принципу социальной справедливости. Особое внимание в налоговых преобразованиях должно уделяться формированию и изъятию налога с физических лиц, реформе системы внебюджетных социальных фондов, убеждены члены Общественной палаты. Проблема существует, ответил президент, и она будет решаться постепенно. Да, действительно, значительное количество фондов, которые по большому счету тратят и на свое содержание, на все эти штатные расписания, которые у них есть, большие суммы. И мы говорили о необходимости введения единого социального налога, и работа в этом направлении ведется. Я понимаю, что это болезненная тема, и говорить о том, что вот сегодня же мы это все решим и будет задача выполнена, наверное, не совсем правильно. Потому что там тоже живые люди, тех, которых нужно будет куда-то определить. Но и для нас важным должно быть то, что значительная часть этих денег должна правильно распределяться. В представленный проект также был включен вопрос развития курортной сферы. Как отметили члены Общественной палаты, необходимо осуществлять контроль за состоянием государственных объектов, которые находятся в аренде или уже выкуплены у государства или у частных лиц. Как заметил Рауль Хаджимба, объекты, которые в свое время были проданы, но так и не восстановлены, будут изыматься. Вот сегодня мы готовим документ, который обязует в течение 3 месяцев по этим объектам и по другим объектам. И в том же ряду стоят и квартиры, и частные хозяйства, которые, вот посмотришь по городу проехать, если значительное запустение можно увидеть, практически запущенные дворы, дома разрушены, но попробуй зайти туда. За каждым из этих участков стоит какой-нибудь человек. Поэтому принято решение подготовить соответствующие материалы в течение 3 месяцев. Те, кто не предъявит соответствующих документов или за отпущенный срок не приведут в порядок все эти дома, в судебном порядке изымать все эти объекты. Другого выхода просто нет. Встреча продлилась более 2 часов. Помимо рассмотрения представленного проекта, президент ответил и на ряд других вопросов. И еще об одном. В обществе сегодня активно обсуждают принятый Народным собранием в первом чтении законопроект об административно-территориальном делении и названии населенных пунктов, в соответствии с которым предполагалось переименовать город Очамчира в Ачамчира. Президент Рауль Хаджимба сообщил, что этот вопрос снят, и добавил, что, кроме всего прочего, переименование населенных пунктов предполагает и определенные финансовые затраты. Рената Шакая, Роберт Ломи, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж о встрече президента с членами Общественной палаты смотрите в нашем эфире сегодня.
Рауль Хаджимба ознакомился с ходом ремонтных работ спортшколы в селе Пшап Гулрипшского района. В ходе рабочего визита президента состоялась и встреча с общественностью села. Рауль Хаджимба побывал также в селе Кацикыт Гулрипшского района. Амра Амичева с подробностями. Около месяца назад начались ремонтные работы в спортшколе села Пшап Гулрипшского района. Устранена протечка кровли, которая была заменена несколько лет назад. Жители села обратились с просьбой к депутату своего округа Роберту Яйляну оказать содействие в восстановлении спортшколы. Руководство страны изыскало средства на ремонт здания. Управление капитального строительства провело необходимые расчеты, и подрядчики приступили к работе. Ремонт, по подсчетам строителей, обойдется порядка 7 миллионов рублей. Управление капитального строительства провело дополнительную экспертизу, добавила фронт работ. Кстати, мы внешний фасад не хотели делать, а сейчас это тоже включено в список работ. В общем, общая сумма достигла почти 7 миллионов рублей. В наше время, когда того внешнего финансирования, какое было раньше, нету, руководство страны в вашем лице, в первую очередь, изыскало возможность профинансировать этот проект. В селе Пшап проживает более 2500 человек. Подрастающая детвора занимается в спортивных секциях школ. Также ездит в Агудзерскую спортшколу. Старожилы села вспоминают, что сельская спортшкола богата спортивными традициями. Выпускниками являются борцы, занимавшие призовые места на соревнованиях. Президент выразил уверенность, что после восстановления школы тренеры воспитают не менее достойную плеяду абхазских спортсменов, и заверил, что государство будет оказывать помощь им в этом. Деньги не президента, деньги нашего народа. Если нашлись какие-то возможности, значит, мы будем делать. В любом случае, эти помещения, спортзалы, все те школы, которые есть, и те же дороги, о которых ты говорил, что просят люди. Если они не напрямую, через вас, то все равно приходят к нам, приезжают и говорят о дорогах тоже. Будем делать там, где есть возможность. Ремонт планируется завершить к сентябрю. Воспользовавшись присутствием президента, сельчане пригласили его на торжественное открытие спортшколы. В ходе рабочего визита в Гулрипшский район президент встретился с жителями сел Пшап и Кацикыт. На встрече Рауль Хаджимба ответил на ряд актуальных вопросов, волнующих сельчан. Амра Амичева, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Подробный репортаж о встречах президента в Гулрипшском районе смотрите в нашем эфире в субботу. 15 июня на заседании Народного собрания депутат Алмаз Джепуа выдвинул ряд обвинений премьер-министру Абхазии Артуру Миквабе. В зачитанной депутатом пояснительной записке речь шла в частности и о контракте с абхазской медицинской компанией, которая взяла на себя посреднические функции между государством и иностранной компанией, поставляющей в нашу страну материалы для отделения гемодиализа ЦРБ. В том, насколько эти обвинения соответствуют действительности, разбиралась Бела Кварчия. Смотрите специальный репортаж программы. Программа гемодиализа, а это лечение пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью, проводится на территории республиканской больницы. Туда мы и отправились. Дорогостоящую и высокотехнологичную медицинскую услугу жителям Абхазии оказывает медперсонал абхазской медицинской компании. Она выплачивает медикам зарплату, проводит текущий и экстренный ремонт оборудования, отправляет на обучение специалистов. Тогда, когда открылось отделение гемодиализа, у нас состоял на учете в пределах 20 человек. Но, как правило, рост пациентов растет с тем темпом, насколько высоко оборудование здесь. Раньше эти пациенты, многим было известно, выезжали за пределы республики, там же они оставались жить, поскольку эта процедура проводится пожизненно, 3 раза в неделю, по 4 часа, поэтому они привязаны к этому диализному месту. И все, в принципе, вздохнули легко тогда, когда открылось здесь отделение диализа. С годами количество пациентов увеличивалось, сейчас у нас уже 40, и их темпы растут. 15 человек в год. И я очень благодарна, конечно, я очень переживаю за пациентов и благодарна и Минздраву, и компании, что мы бесперебойно можем осуществлять. Поскольку процедура гемодиализа достаточно дорогостоящая, пациенты нигде в мире не оплачивают ее самостоятельно. В России она обеспечивается в рамках обязательного медицинского страхования. Нашим гражданам услугу оплачивает Минздрав. На это отведена специальная статья бюджета. За своевременность оказания медицинской помощи, ее качество и регулярность отвечает абхазская медицинская компания. Все расчеты производятся по безналичной схеме. У нас учредителем является компания Митака, основным учредителем. Да. И
все заключен договор с Минздравом, государственный контракт. Все перечисления проходят через расчетный счет, через банк. Все сотрудники зарегистрированы на карточках АПРА, и зарплата выдается строго тоже через банк. То есть наличных движений у нас в кассе нету. И кассы нет. Да, кассы нет. У меня даже в бухгалтерии подотчетного лица нет, потому что все даже операции, закуп там веников, дизрастворов, средств таких мы осуществляем через расчетные счета. Депутата Алмаса Джапова мы все прекрасно знаем, да, и насколько я знаю, он тоже человек, который, не руководствуется всякими домыслами, всякими там оговорками непонятными, да, и меня это крайне удивило, потому что на самом деле ситуация не такая. Я ее просто знаю изнутри, да, и ради бога учредительные документы, это не... Да, хоть это и секретная, коммерческая тайна, но если, коль такое дело, я думаю, что нам и разрешат их показать. Ради бога, смотрите. Полностью специальный репортаж Беллы Кварчи смотрите в нашей сегодняшней программе. Министр внутренних дел Леонид Зябшба выступил с обращением, в котором рассказал о порядке обмена просроченных паспортов граждан Республики Абхазия. Уважаемые граждане, как вам известно, президентом Республики Абхазия подписан указ о назначении референдума. Одним из пунктов данного указа Министерству внутренних дел Республики Абхазия предписано организовать замену паспортов граждан Республики Абхазия, срок действия которых истек, без взимания платы. На сегодняшний день ситуация такова. С января 2006 года по январь 2007 года было выдано общегражданских внутренних паспортов граждан Республики Абхазия 32 тысячи. В настоящее время в связи с истечением срока необходимо обменять 8011 паспортов, выданных с января 2006 года. Из них по городу Сухум 4265. Остальные районы это 3746. По городу Сухум обменено в связи с истечением срока 628 паспортов старого образца, на обработке 781. В связи с вышеизложенным хотел бы вас еще раз проинформировать, что просроченные паспорта старого образца сдаете в паспортные столы, вам в кратчайшие сроки выдается паспорт бесплатно, никаких справок, никаких других документов собирать не надо. Паспортные столы готовы к приему ваших документов и обменять просроченные паспорта в срок, поэтому до 10 июля, до референдума много времени, мы в течение одной недели можем оставшиеся просроченные паспорта вам заменить. Обращайтесь, все, что необходимо, будет сделано на местах. В ночь на пятницу на Синопской распределительной подстанции произошло возгорание, из-за чего в столице были обесточены районы Синопа и Турбазы. Сотрудники республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» и СУЭС оперативно приступили к выполнению восстановительных работ. На время ремонтных работ жители восточной части Сухума обеспечивались электроэнергией из резервных источников. Вчера в районе 3 часов ночи произошло возгорание трансформатора. С чем это было связано? Это связано было с тем, что произошла поломка на кабельном вводе. То есть это условно кабель, который связывает ячейки 10 киловольтные с самим трансформатором. В силу того, что кабель тоже ветхий, там вообще подразумевается несколько кабелей, но, к сожалению, большому их только 2 сегодня здесь. Зимой мы частично меняли этот кабель. Естественно, там много муфт соединительных и так далее, и так далее. Именно возгорание произошло, и очаг произошел именно на этой кабельной линии. В соответствии с чем это все переметнулось, началось короткое замыкание уже в районе трансформатора.
все это начало плавиться, искрить, и произошло возгорание под трансформатором. К сожалению, большому, сам трансформатор у нас повредился. Дело в том, что по нормативам на каждой подстанции должно быть 2 трансформатора, но, как вы видите, здесь трансформатор 1. В силу того, что это очень дорогостоящее оборудование, стоимость такого трансформатора порядка 15-17 миллионов рублей. Естественно, сейчас нам нужно заменить этот трансформатор из нашего фонда. Мы относительно недавно демонтировали трансформатор, опять же, тоже старый, но привели его в порядок, провели капремонт с одной подстанции. Сейчас мы будем его в течение этого дня устанавливать на этом месте. Силами СУЭСа произвели переключение, и все абоненты на данный момент запитаны. Мы очень надеемся, что к вечеру мы восстановим эту подстанцию, и уже от этой подстанции подадим на тех же абонентам, произведем переключение и вернем это в исходную позицию. В начале нынешнего года из резервного фонда главы администрации Гудаутского района 15 хозяйствам были выделены денежные средства для поддержки сельхозпроизводства, в частности для выращивания овощей в теплицах. Многие крестьяне уже в течение месяца реализовывают на местном рынке огурцы, а в последние дни в продажу поступили экологически чистые помидоры. В том, что вложения дали положительные результаты, убедились представители сельхозуправления и группа недавно избранных депутатов Гудаутского района, посетившие несколько хозяйств в разных селах. Поколение хочет заниматься сельским хозяйством, очень трепетно и тщательно относится к тому, что же у них происходит в селе, хотят заниматься прямым своим делом. Приятно было то, что при небольшой поддержке мы видим такие хорошие результаты, учитывая, что это все экологически чистые продукты, которые выходят к нам на рынок. Нам нужно в этом направлении усиливать работу и предлагать новые программы регионального развития сельского хозяйства. Помимо линии Министерства сельского хозяйства и в районах тоже было бы желательно на эту тему немножечко обратить внимание, более углубленно. Это правда радует сегодня. Делегация Абхазии принимает участие в 20-м международном экономическом форуме, проходящем в эти дни в Санкт-Петербурге. В рамках форума планируется ряд встреч с политиками и представителями бизнеса. Абхазскую делегацию представляют министр экономики Адгур Арзанбе, министр финансов Амра Кваранзе и посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба. На форум прибыли представители более 100 стран, среди которых главы государств и правительств, руководители крупнейших корпораций и ведущие финансисты. И Абхазия наравне со всеми имеет возможность участвовать в дискуссиях на актуальные темы. Накануне вечером в Гагре загорелся один из пансионатов. Подробности в материале пресс-службы МЧС Абхазии. Горела комната на мансардном этаже второго корпуса пансионата «Лазурный берег». Огонь мгновенно перекинулся на чердак и крышу. Сотрудники пансионата попытались самостоятельно погасить пламя ручными огнетушителями, однако без пожарных справиться с огнем не удалось. Пожарные доехали в течение 5 минут, помощь понадобилась, дополнительные силы были высланы спецунды из города Гудаута. Итого в тушении пожара участвовало 7 единиц техники. Задействованы были большая половина боевого расчета Гагрского гарнизона. Результат происшествия – полностью выгоревшие 3 комнаты на мансардном этаже, покрытые копотью и гарью номера. Однако в целом здание было сохранено. По словам специалистов, пожар, скорее всего, возник из-за неисправности электроприбора, а точнее системы кондиционирования воздуха. Никто из постояльцев и сотрудников пансионата не пострадал. По факту происшествия ведется следствие. Состояние пляжей столицы – вопрос актуальный, ведь курортный сезон, несмотря на неустойчивую погоду, можно считать открытым. Наша съемочная группа побывала в местах купания туристов и выяснила, готовы ли пляжи к приему гостей. Подробности у Налы Ковы. Каждый год Абхазию посещают сотни тысяч туристов. Их привлекают чистый воздух, обилие фруктов и, конечно же, чистое, теплое Черное море. Но чисты ли пляжи, на которых отдыхающие проводят большую часть времени? Несмотря на неустойчивую погоду, на пляжах Сухума оказалось достаточно многолюдно. Довольные туристы поделились с нами своими впечатлениями. Отдыхается хорошо, детям очень нравится здесь. Атмосфера приятная, хорошая. Погода нас не смущает, нам все здесь нравится, да.
все очень хорошо. В целом состояние пляжей столицы можно считать удовлетворительным. Небольшие скопления мусора не портят общей картины. Это последствия шторма. Пляжи укомплектованы зонтами, лежаками, раздевалками. Вообще мне Абхазия очень нравится. Я приезжаю сюда уже не первый раз. Первый раз я приехала в Пицунду. Мне тоже очень понравилось. Решили в этот раз приехать в Сухум. Но очень нравится природа. Море очень хорошее, чистое, в отличие, допустим, от Краснодарского края России. Хотелось бы, все устраивает, природа очень нравится. Из-за природы мы сюда и приезжаем. Отдых здесь такой спокойный, семейный, чем отличается Краснодарский край, очень нравится. Туристы, посещающие Абхазию, отмечают, что с каждым годом картина пляжей и отдыха в целом в республике только радует. Улучшение налицо по сравнению даже с прошлым годом. Мы не первый раз здесь. Да, все равно видно, что постепенно благоустраивается. Вообще все отлично. Люди хорошие очень. Этим летом в республике ожидается небывалый поток туристов. Как известно, пляжи – неотъемлемая часть имиджа любой туристической страны. Поэтому прежде чем бросать мусор мимо урны, стоит подумать об этом. На Алакове, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 20-22, днем плюс 28-30 градусов. Температура морской воды плюс 22 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.